Родительский дом – это маленький рай. Там хорошо спится и всегда пахнет стряпнёй. Это самый лучший уголок на земле, ведь там мама. Мамина любовь – это сад, в котором всегда светит солнце, и какое бы время года ни было, там всегда весна. Дом там, где мама. Мама, мне кажется, это такое понятие очень святое. Святое, потому что, вы знаете, как мне завидуют, чистой завистью завидуют мои коллеги. Они говорят: Оля, ты ведь еще ребенок, потому что у тебя жива мама. Я говорю: да, я еще девочка. Поэтому это большое счастье. Ольга Солдатова, бессменный участник народного вокального ансамбля «Русь». Весной 2022 года творческий коллектив под руководством Веры Помогаевой отметил свое 30-летие. С раннего детства сохранила Ольга Робертовна любовь к песне и передала ее своим детям. В ансамбле поет старший сын Алексей, также известный в республике артист, солист хора Государственной филармонии имени Кривошапка. Остальные члены семьи хоть и любят петь, но больше предпочитают слушать семейный дуэт. Поэтому все домашние посиделки проходят в веселой атмосфере, с шутками-прибаутками, в кругу самых близких людей и обязательно с песнями. Да молодка, молодка, да молоденькая, да Девчонка, девчонка, да хорошенькая, да девчонка, девчонка, да хорошенькая, да оханецкие мы девчонки, да попеть поплясать, да оханецкие мы девчонки, да попеть поплясать, да пришла ночь темная, гуляю одна, пришла ночь темная, гуляю одна, гуляю одна, без милого дружка, да без милого дружка, берет грусть тоска, да грусть тоска берет, да далеко мило живет, да далеко далече, да на той стороне, да впереди сюда ружка, да на мою сторонушку, да я бы рада перешла, да перехода не нашла, да переход нашла, да жердочка тонка, да жердочка тонка, да речка глубока, да ой, болит сердечко без милого дружка, да. Не хватает маленько. Пару рюмочек буквально, да? Меркулова Галина Михайловна, моя мама. Павел Робертович, мой старший брат. Он проживает в Тольятти, но прилетел вот именно на юбилей. Нынче нашей маме 85 лет исполнилось. Можно озвучить ваш возраст, да, женщина? Мамочка наша дорогая, поэтому вот Паша издалека приехал, что нас очень радует. Это мой старший сын Алексей. Муж на работе. Младший сын был, но убежал, потому что у него бизнес, поэтому там ждут работники. Он руководящую должность, кстати, занимает, поэтому быстро-быстро убежал. Сын Александр еще присоединится к нашей беседе, а пока мы его ждем, предлагаю послушать историю семьи. В 1939 году наши работники Министерства сельского хозяйства поехали на Украину, чтобы вербовать работников тогда, которые, Украина житница хлебородная, поэтому оттуда и пригласили целыми семьями людей для развития хлебопашества у нас в Покровке. Мы приехали, мне было 3, с лишним, брату было 2 с лишним, а уже Маруся, царство я небесное, ее нету, она ушла из жизни, она родилась уже там в колхозе в Бетюни. Вот. Мама беременна приехала. Ехали очень долго. Они там с Украины ехали наземным путем, потом на баржах плыли, и, отсюда на подводах их доставили в Амгинский район. Вот они приехали, несколько семей, и вот стали работать там. Так? Потом уже год только поработали, наверное, с небольшими, и дедушка Михаил ушел воевать. Началась война. Бабушка, я когда произношу имя, фамилию, имя, отчество, это просто песня. Горковенко Степанида Фоковна. Это наша родоначальница. Вот, она осталась. Вот такая история. И вот с тех пор мы там обосновались, и мы там родились. Нас 5. Паша, Николай, к сожалению, он ушел из жизни. Я, и потом от второго брака родились Лариса и Андрей. Лариса проживает в Омской области, Андрей в Нижнем Бестяхе. И, конечно же, вся история семьи идет с Покровки. Это наша родная земля.
У нас такая ностальгия, мы каждый год стараемся туда поехать. Почему? Потому что не искупаться в речке, ну это вообще... Лена, вот она не наша река, а Амга... А это мое большое увлечение. Я очень люблю камни, коряги всякие разные. Вот что-то природы, то, что создано природой. И, кстати, вот интересно, да, вот очень хочется вот так делать. Это что вот? Это как-то вот общение с природой, что-то дает оно, наверное. Я вот часто вот так камни. У меня там один камешек есть. Мне так очень всегда хочется его вот так вот чесать почему-то. Наверное, дитя природы. И вот я вот это все таскала. Это еще маленько только. Там еще дома в каких-то коробочках различного, какие-то вот интересные камешки. Ну и, конечно же, вот мои камни лежат, которые ждут своей участи. Там кучка, там кучка. Это камни, моя мечта сделать японский сад. Вот красиво что-то. Ну все вот не хватает. Надо, наверное, с работы уходить, чтобы заняться красивыми, интересными идеями. А культура, не выходных, а отпуск маленький, еще надо вам гус гонять за камнями. Мои дети всегда говорят: мама, ну это что? Я говорю, ну не могу я не привезти. Камни мы везем, да. Это, ну вот это детство. Детство и, конечно, все воспоминания связаны только со мной. Детство Оли прошло в одном из самых живописных уголков Якутии – в Амге. Березовые рощи, земляничные поляны, кристально чистая речка – все это яркие воспоминания, которые навсегда остаются в памяти того, кто хоть раз побывал в этих красивых местах. Вот и наша героиня подмечает это и считает, что лучше места в мире просто не существует. Однако так сложились жизненные обстоятельства, что девочка с 1 по 9 класс росла и воспитывалась у бабушки, поэтому глубокая тоска по маме вызывала в душе ребенка некоторые терзания. 9 лет я жила с бабушкой и ездила на лето к маме. Вот для меня был самый счастливый момент, это вот все заканчивается школа, и я еду к маме. Заканчивается школа, и я еду к маме. И вот это вот трепет, ну, когда я там и зимой ездила, всякое было. А потом, когда уже я так как-то постоянно, всегда почему-то далеко от нее. Вот постоянно далеко. Учиться поехала в Смоленск. Со Смоленска вышла замуж, уехала вообще на Колыму. И вот как-то вот так получилось, что потом, когда я сюда переехала, в 2000-м мама уехала вообще в Омскую область. И постоянно вот такая вот какая-то расстояние большие. Да. И потом, уже вот живя в Якутске, для меня радость была, я ждала, вот сейчас, июнь, и все, июль, я уже к маме. Я 15 лет, вот пока мама там жила, я ездила Якутск, Нерюнгри, Омск на поезде. Это для меня вот было ежегодно. Я приезжала к маме, потому что, ну вот, видимо, судьба такая. Всегда ждала. И как-то муж говорит, ну все, сейчас лето, отпуск и домой. Как, в смысле домой? А ты что, здесь не дома? Я говорю, нет, дом это там, где мама. Это до сих пор так. Дом там, где мама. И до сих пор так сложилось, что у нас почему-то, где вот жила бабушка в Нижнем Бестяхе, туда вся родня стекалась. Бабушки не стало, осталась там Люба, ну, мамина младшая сестра. Потом стали к Любе все стекаться. Мама жила к маме. Сейчас мы здесь живем, и все к нам. Нас в гости никто не приглашает, да? Только к нам все. Мама говорит, вот хоть бы кто пригласил бы к себе в гости. Нет, все сюда. Шутки шутками, но правда в этих словах тоже кроется. Согласитесь, кто бы отказался приехать к ним в гости? Ведь здесь всегда царят смех и веселье. Вот и молодое поколение переняло от своих родственников привычку быть всегда в хорошем настроении, юморить и много смеяться. И я когда учился в торгово-экономическом колледже, там мы делали сценку. Я был, играл роль девушки-якутки из Сунтар. И
то есть это был Хэллоуин, вот праздник Хэллоуин. Получается, у нас две девчонки сидели на сцене, они были как будто бы радиоведущие, диджеи. А я как будто позвонил. Ну, естественно, я вышел на сцену, типа имитация звонка. Ну и там такие фразы были. Я еще был одет под халат, платок такой, полотенце, как будто я с бани только вышел на голове. Накрашенный весь был, потому что под этим халатом у меня был костюм Верки Сердючки одет там со всеми делами, короче. Там целый спектакль был. И чтобы, когда я выступал, я же, слова-то толком не знаю, как произносить. Я девчонок попросил, чтобы они транскрипцию мне написали. Тут пудреница такая, типа, я там пудрюсь, там, короче, там держу. И там они: здравствуйте, Дора-Барон. Ну, отвечаем, они говорят: вы знаете, что вы попали на игру? А игра была, типа, позвони на радио и расскажи о своей встрече там с чем-то таким диковинным, там, с привидениями или там что-то такое. Но они говорят: расскажите, как это было. То есть они говорят по-русски, а я говорю, весь зал вообще упал просто. Стоит пацан русский, одетый, непонятно, в женскую одежду, еще и на якутском говорит. И я рассказываю. Я так примерно. Райберда Харангага, Хаман Сыланы Гемин, праздник Танайманан, привиденный Кёрбитум. Я ничего не понимал, что я говорю, но весь зал смеялся, учителя, преподаватели смеялись. Потом они говорят: можете передать привет. Я говорю: Мин, привет передай Ибн Уолбар. Сунтарга ойбанчика от Анчика. Айка переговорга харчебын бютардим. И все, короче. Вот такая у меня история с якутским языком. Причем у меня было 3 роли. Я сначала сыграл девушку-якутку Сунтар, потом я забежал за кулисы, пока девочки что-то говорили, я быстро это все снял. То есть следующая роль была Верки Сердючки. Я там должен был плясать, там что-то там ля-ля-ля. А мои однокурсницы забыли про это и начали мне стирать всю краску там. Я говорю: подожди, сейчас же Сердючка. Давай обратно мазать. Пока эти говорили, все. Играет музыка там, все будет хорошо, там ля-ля-ля-ля-ля. Я там вышел, там к директору подошел, там потряс всеми делами. Потом я опять за кулисы забегаю, они еще что-то говорят, и я это все снимаю, я уже пою песню Витаса. Тоже типа рот открываю, как будто я Витас. Короче, у меня было 3 роли в одном спектакле. Вот такой у нас номер. Мы заняли 1 место, победили. Еще бы. С тех пор Алексей полюбил сцену по-настоящему, как артист. Толчком, как вы уже поняли, послужил и якутский язык. Несмотря на то, что Алексей вырос в городе, интерес к языку у него, пожалуй, был с детства. И все потому, что в доме у бабушки, к которой он приезжал на каникулы в деревню, якутская речь звучала часто. Маме было очень трудно переучиваться с украинского на русский и еще и потом на якутский. Почему? Потому что общение это было Сахалы. Это с детства, видимо, оно все равно где-то там под корковой части, да? Потому что, мне кажется, нельзя забыть то, что уже отложилось в детстве. И по жизни-то она пользовалась якутским языком, она и работала. Дело в том, что я могу что-то не ответить, а что сказали, я уже знаю. Да? Так что тут... Если я не отвечу по-якутски, я по-русски. Да. Про меня тоже так говорят. В больнице как-то лежала, и девчонки разговаривают на якутском, а я отвечаю на русском. Они: а ты что, понимаешь? Так, у нас тут лазутчик, оказывается. Они так скрывают. Я сижу, а мне машинально вышло. Они разговаривают, а я вдруг раз и ответила по-русски. Они говорят: ты что, понимаешь? Я говорю: немножко понимаю. У меня это подружки-то якутки были, якутки. И у меня тоже, кстати. Воспоминания детства. У нас всегда большой дом был, и такой большой стол, помню. И в лото играли Сахалы. И папа четко потом выучил все цифры. Мама еще подсказала: да, я знаю. Уже все четко даже знал все цифры. Поэтому... Раньше пресекали это. Карты, карты, это все лото. скрыто было. Ну и мы уйдем, всегда на крючке, собирались охоту поиграть. Но на деньги играли. Ага, так играть, на деньги. Какие подробности. Да. А мы на копейки, там какие у нас деньги? У всех копейки. Спортивный интерес. Я помню, как бабушка мне говорит: внучек, сходи на проходную,
позвони тете Любе в лесхоз, бабушке Любе, и скажи, что тебя ждут на собрании. Они так завуалировали игру в карты. На собрании. Вот. Да-да, мы всегда так Или так говорим. по телефону: партейка, иду. Партийка. Ну, я тоже рос, у меня друзья якуты там, это самое, ну и в совершенстве владели, конечно, и русским языком. Но бывало так, что когда уже после армии особенно пришел, мне просто понадобился, ну как понадобился, что я что-то знал, а вот как мама, многое понимал, сказать не мог. Вот, допустим, вот когда на автобусе работал, Пассажироперевозки. женщины заходят, или там пожилые женщины, вот, садятся. Ну, я всегда хотел посадить на лучшие места, потому что там положенные. Вот молодые сядут, ну, я мог по-якутски сказать, что освободите себе там место. Вот раз, если посмотрят, скажут, так, ничего себе. Вот. Ну, и вот все понимал, не всегда мог сказать. Ну так вот, до сих пор не выучил, когда хас сейчас пола спрашивают, а не могу, вот и все. Меня учат, а я, говорит, говори по-русски, раз не понимаешь. Ну, так. То есть понимать понимал, но что-то мог сказать. Даже в Битюне, когда был на практике, девчата с севера приехали с ребятами, познакомились. Ну, они, это самое, ребята, давай мы тебя научим песни якутскую. Ну, один куплетик. А потом девчонку споешь. Я говорю, давайте. Ну, они научили. Как-то там идем столько с работы-то. Он говорит, давай, говорит, спой. Ну, я и спел. Скучаю. У меня даже бывает такое, что мне сестра подарила хвостик якутский такой. И он у меня в машине висит. Поэтому нашему сувениру узнают, что я якутянин. Вот. Ну, а конечно, скучаю, особенно по друзьям своим в Покровке. Редко бываю. Вот. Очень скучаю. Ну, вот сейчас Лена пройдет, даст Бог, съезжу. Ну, вообще я учил якутский язык в 3-м, в 5 классе, по-моему, 1 или 2 года у нас был якутский язык. Ну, я, естественно, оттуда мало что помню. Когда пел в хоре мальчиков при президенте, в 94-м, да, году я начал ходить. 94-м. Многие песни пели на якутском языке. Хайгар, известную песню про военных лыжников. Ну, еще какие-то различные, сейчас не вспомню. Сейчас я работаю в филармонии, мы тоже много песен на якутском языке поем. Гимн Саха-Сырой Республики наш мы поем. Ну и все то время, когда я учился с ребятами, со студентами, ну, и мне интересно было, я спрашивал, что означает это слово, что это там, минтуёхпын багарбын, там написано. Обычно я студентом был, я всегда спать хотел. Я говорю, как это будет? Вот, минтуёхпын багарбын, спать хочу. Мин самый джолхпун, мин таптыбын ленаны, как бы такие вот моменты. Мин сегодня самый джолхпун. То есть, да, мин сегодня мин самый джолхпун, мин таптыбын ленаны. Ну, такие вот фразы я как бы разучивал. Так как я работаю в Доме дружбы народов имени Кулаковского, и я хочу сказать, что вот сейчас гордость за народ Саха, что они вот после перестройки за какой-то период, где-то 20 лет там прошло, да, и они так подняли народное вот искусство, народное творчество свое. Вот у нас Симэх, я горжусь ими, просто безумно горжусь, что они вот так на протяжении такого малого времени они все это возродили. Раньше же только вперед, комсомол, коммунисты, песни все были патриотические. Но я расскажу тоже интересный случай. Я же поступала в Смоленск, культурно-просветительное училище. Там, значит, нужно было проза, басня и свободный номер. У нас, кстати, была очень многонациональная группа. У нас были из Узбекистана, с Белоруссии, с Казахстана. Вот я с Якутии была, такой интересный был набор. Театральное отделение. Ну и как я приехала, ну что, свободный номер, что там, танцевать буду, что ли? Я запела. На курдук, аречен кирахалла на курдук, кенярюля кимас курдук, кенюльсана кимас курдук. Да еще с этим, с выражением там все. Режиссер просто, у него просто, ну комиссия же сидит, они застыли с таким этим выражением. Все, ну в общем, короче, конечно, я поступила с оценкой отлично, но они потом так все весь год они вспоминали. И когда было посвящение студенты
Я выстроила всех, и я была, сделала там рога оленей, короче, в роли оленя была. Ну, там все равно тему свою продвигала, потому что, ну, конечно, уехала куда. И поэтому вот как-то вот мне вот эта песня очень помогла, потому что тут как бы там, ну, конечно, Шолохова прочитал там басню, ну, что там на русском языке, а тут как раз национальный колорит всем, конечно, нравится, потому что, ну, из всех студентов никто не спел на казахском, там, я одна только на якутском языке спела песню, поэтому и эта песня, она как-то, ну, это наш бренд. Я приезжаю в Якутск, интересно. У меня рекомендация от моих режиссеров в Русский драматический театр в труппу. Я прихожу. Был Андрей Саевич Борисов. Он только приступил к обязанностям директора. И я пришла к нему. Он послушал, посмотрел. Да, хорошая рекомендация, все. Ну, у нас актрис травести очень много. Были бы вы мужчины, мы бы вас с удовольствием взяли. А я сказала, можно хоть кем-нибудь у вас работать? Он говорит, есть помощник администратора? Я говорю, а можно работать? Приехала маме, вот так, я так хотела в театре работать. А мама сказала, так, вышла замуж, вот и езжай за мужем. Все сказано, как отрезано. Все, какой тебе театр? Все, езжай за мужем. Я как декабристка на Колыму за Анатолием. Я приехала молодым специалистом на север, и вот все, что меня, все, чему меня научили, я просто там выдала, вот все выдала. И работала в культуре. Но когда начались тяжелые 90-е годы, пришлось, ну, как-то вот поработать. Ну, как я сейчас говорю, я не работала на разных предприятиях, я играла роли. Потому что вот по жизни актриса, вот я играла роль оператора котельной на Дистопливе, прачка, ну, преподаватель театрального отделения там, детской школы искусств я не беру, это за роль, это мое, это культура, это все, культуру я не беру. Переехала сюда, я здесь тоже несколько ролей играла. Я играла роль сестры-хозяйки палаты интенсивной терапии детской республиканской больницы, там работала. Работала тоже сестрой хозяйки в реанимации новорожденных в детском медцентре. Работала продавцом в буфете в столовой речного порта, и буфетчиком, и буфетчицей, и кладовщиком. То есть прошла даже вот торговые такие. Ну, математика у меня хорошая, поэтому мне, наверное, нравится все делать. Поэтому, но актеры же, они тоже проживают какие-то роли, поэтому у меня вот такая жизнь не получилась. И все равно свою культура взяла свою, я все равно вернулась. Я же все время с ней был в клубе, когда в Черском мы жили, она в клубе работала, и я там постоянно с ней в этом клубе. Вот это расскажу отдельно. Я вышла директором сельского дома культуры, Леше было 6 месяцев. В коляске, там, значит, спит мой сын, здесь я шью занавес, там у меня оркестр играет. Там, Дуся, свари кашу. Побежала Дуся, сварила, такая бутылка из-под водки, такая соска большая. Поэтому любит кушать, он до сих пор любит хорошо кушать. Не было же тогда вот этих бутылочек, как сейчас красиво. Все, а та бутылка из-под водки, вымыли туда кашу, налили, и вот его кормили. Кто-то кормит, кто-то баюкает, кто-то уже на руках. Вырос, да, вот вырос он. Я еще была беременна и ездила на лодках по всей Колыме на гастроли. Пела там, что-то делала, поэтому он уже там, он уже все слушал, он уже там вместе со мной пел. И поэтому, да, и, ну, как музыкальную школу, конечно, по классу аккордеона. Ну, я думал, что это будет синтезатор, который там можно ритмы ставить, там разные инструменты, там что-то делать. Я же увидел это в ДК. Я думал, это аккордеон, класс, буду там сочинять, там что-то. Привели меня в музыкальную школу в Черском. Держи. Я аж до слез. Не хочу я это выиграть. Синтезатор хочу. Но, тем не менее, что я с красным дипломом закончил. Здесь уже в Якутске, когда мы переехали. Преподаватель сказал, диплом с отличием сегодня получает мама Алёши Солдатова. За ее терпение, за ее старание, что я все-таки закончил. А мама мне предложила, может, пойдешь дальше по музыке, там, аккомпанировать, а я не хотел. Если честно, да. Она как бы мне предложила такое музыкальное направление дальше, но я как-то что-то мы подумали. Ну, юношеское такое было, да, юношеское. что-то как-то, не хотел. Вот, я по поводу вокала тоже я особо тогда не думал.
Ну, мама предложила мне, давай иди на повара учись. По кондитеру. бабушкиным Будешь, стопам. да, по бабушкиным стопам. Отучился там 3 года, потом еще зачем-то, не знаю, в Якутске поступил на технолога общественного питания. В итоге у меня корочка бармена, корочка официанта, еще корочка моториста почему-то у меня. Когда в Жатае учился, ну, надо там же речники учатся, да, мне и там моториста до кучи дали. Закончил повар-кондитер 4-го разряда, технолог общественного питания. Вот, ну и все, потом у меня начались, как мама говорит, роли разные. Ну, я по профессии, да, по профессии я отработал, я в Алмазах Анабара, на прииске ездил 3 летних сезона, отработал. Все, потом у меня, Такой потом, рабочий да, у меня специальность была? начались роли. Роль проходчика геологических шурфов. У меня что-то в геологию меня занесло. Но это один зимний сезон, это вот папа меня позвал поработать, папа геолог. Вот, потом у меня что, роль водителя, роль, что там, торгового представителя, роль супервайзера, руководителя торговых представителей. И вот получилось так, что на последнем месте работы, там сокращение какое-то произошло. Все, я встал на биржу труда, первый раз в жизни никогда не вставал на биржу труда, потому что я как-то сам находил места работы. И встретил друзей, с которыми вместе сейчас работаю в филармонии, Леонид Анциферов, Дима Келлер. Спросил у них, вам там не требуется в филармонию там тенора, ну, там, певцы, вокалисты? Ну, напиши как бы там резюме. Ну, я отправил резюме. И все, я, получается, пришел, встретился, меня прослушали в филармонии. Но сказали, мы тебя, конечно, берем, но тебе нужно обязательно поступить. Но не подключаем мягкое небо. Вот обучаюсь, уже 3-й курс в этом году заканчиваю, 3-й курс, еще 4-й будет впереди. И получается, что сейчас он играет свою основную роль в жизни. Да, занимаюсь любимым делом, так Вот. сказать. Это главное. И какая мать не будет счастлива? Потому что когда я вижу, что ребенок вот не тем занимается, не тем занимается, не тем занимается. И когда Алеша поступил в филармонию, я была очень счастлива. Главное – любимое дело. Мне хочется белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня, чтоб ветер свистел за плечами, а я синеву рассекал, и пела ямщицкой печали веселым своим рысакам. Белый, белый, белый снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег снится мне ночами. Белый, белый, белый день, кони мои птицы. Белый, белый, белый снег мне ночами снится. Он маленький был, я ему порочила, что он будет Артистом, да. будет. Ну, а Леша-то часто у меня был маленький-то. Это, ну, и да, много у меня было. Положу их, а телевизор заиграет музыка. Вот он соскочит. Баба, музыкино, музыкино, музыкино. Я говорю, что, артистом будешь, что ли? Ага, музыкино, точно. Маленький еще был. Маленький. Когда мы к бабушке летом приезжали, вот это были, наверное, самые счастливые бабушки дни, да, Глашка? Да. Ребятишки часто ездили ко мне. Ну и дети мои тоже на Амге, на скале, там выбиты там имена, фамилии. Да. Там такая скала, вот с них ныряли, ребятишки. Коль на Амге жили все время, так и купались, конечно. У меня самые счастливые воспоминания, это, конечно, связано с Покровкой все-таки. Вот. Это первое, что когда нас мама отпускала на речку одних.
Вот накупаемся, Со скалы зуб на зуб не ныряли-то я попадает. боялась, ну. Выбираемся на камни, легли, отогрелись. И на И остров опять туда на плаваете. остров всё, ходили, ну. да. Ну, переживала по-своему. И еще вот один момент помню, когда я был вообще самый счастливый человек на планете. Отец собрался ехать с Покровки в Булун, ну там по работе, на лошади, с телегой, там все дела. Я стал просить, куда ты, мол, собрался, сиди дома, туда-сюда. Ну как они там уж договорились, я не помню точно. Ну, короче, вот в сознании помню, что меня одевают. Все. Второе, что бежит лошадь, я лежу в телеге, под тулупом, вот так вот завязанный, силуэт отца, белый снег и вот такая вот огромная луна. И я вот так на боку, это все. Это самое вот, как приехали, как уехали, как приехали, не помню. Вот единственное, что как тулуп приоткрыл, и вот это все. Розпрягайте, хлопце, коней, та й лягайте спочивать. А я піду в сад зелений, сад криниченьку копать. Сегодня мама Ольги слушает свою дочь с превеликим удовольствием. А ведь было время, когда она делала ей замечания и даже проявляла некоторое недовольство. И вот дома все время пела, но мама, она очень интересная. Я записываю магнитофон, записываю песню. Там, ну, в ансамбле когда пела и записала песню. Мама прослушала, сказала, доча, все ничего, но вот это вот твое мне не нравится. Это что, мелизмы? Мелизмы, да, мелизмы я там делала что-то там. Критик. Я какую-то песню там записывала. Ага. Критик Ты большой. меня не любишь, на другой застыл твой взгляд. Проплываешь мимо, словно месяц в облаках. Так скажи, зачем встретила я тебя с той дальней поры? Вот это мне не нравится. Наконец-то к нам присоединился мой младший сын Александр. Ну, по маме что хочется сказать, самое главное, что пробовала себя в разных ипостасях, то есть меняла работу. Ну, такие времена были, не до культуры, так скажем, было. Но как-то наладилась обстановка в стране, что ли, и потихонечку вернулась в свою родную, как рыба в воду, как говорится, в культуру. И, ну, как-то стало лучше себя чувствовать. Вот. Ну, это самое главное, что все-таки искала свое и как бы и нашла. Ой, миллионок ты мой, я тобой любуюсь. Не носи рубашку белую, носи голубую. Ох, ой-ой-ой, не носи рубашку белую, носи голубую. Но всегда вот от мамы вся подача была именно через игру. Вот. Не было какого-то так делай, так не делай, и все превращалось, ну, весь процесс воспитания, обучения, так скажем, превращался в какую-то игру. Вот хочешь вот это, попробуй, ну попробуй, ну сделай, ну порисуй там, что-то испортили, ну ничего там, попробуй почини. Ну то есть как-то вот так вот все лояльно. Я сейчас в воспитании дочери практикую тоже это, что все игра, все нужно пробовать, делай как хочешь, делай по-своему. Ну, все воспоминания в основном связаны именно с этим, что как бы не то, что вседозволенность, а понимание.
Именно с детьми, как как с ровесниками она разговаривала, то есть всегда можно было, и от нас получалось, что всегда можно было к маме подойти, что-то спросить, что-то сказать, поделиться, и, не страшно было, что наругает, просто было как-то, если какие-то там, условно, косяки, да, то было не страшно, было просто обидно, что, сделал вот так. В принципе, контакт всегда был как с ровесником. Это радует. Вот правильно дети говорят, не воспитывай родитель. Это пример. Я должна быть примером. Вот мама для меня пример трудолюбия, доброты, юмора, стойкости и жизнелюбия. Вот это кредо. Не надо действительно поучать, а надо быть примером для детей. Для меня мама пример. Ну, еще я бы сказал, что мама – это магнит. Как сказать вам, мама? Мама всю жизнь была в работе. Она никогда рано уходила, поздно приходила. Было, конечно, это, когда тяжело. Придет она, кто где свалился. Раньше жизнь-то какая была. Кому постирать надо, с кого содрать надо. По одной рубашке, размывашки было. Маме тяжело досталось. Тяжело. Она все пережила, конечно. Детство тяжелое было. Только приехали с Украины, война началась. Мама одна осталась. В колхозе работали. Трудодни эти. Дадут там килограмма 3 муки. Вот это надо тянуть. А у нас тоже уже 3 детей у мамы были. Тяжеловато было. Ну, заботиться как? Как нас заботиться? Она бедная рада была, а попробуй на 3 работы выйти, а потом заботиться. Она другой раз еле-еле приползала, но заботилась, конечно. Накормить, одеть нас. Раньше тяжелое время было. Мама пела такую песню: «Под залогами, логами зелененька, под залогом зелененько, брала вдова клен кремленький». Она брала, выбирала, она брала и выбирала, тонкий голос подавала. А там Василька сено косит, там Василько сено косы, тонкий голос переводы. Мне очень хотелось бы сказать такое, наверное, и своим родным, и всем людям. Любите жизнь, живите каждый день, наслаждайтесь каждым днем, потому что она очень такая большая, и поэтому нужно прям цепляться за жизнь и радоваться. Вот встал, я всегда говорю, у природы нет плохой погоды. Мы почему на земле живем? Потому что она подпитывает тебя, она дает тебе силы. Поэтому жить надо и каждый день проживать. Жить, что-то интересное делать, внимать что-то интересное. Вот запахи, вот трава сейчас свежая. Это жизнь, это настолько ценно. И надо вот об этом всегда заботиться. И берегите свою душу. А душа – это вот мама, это семья, это земля, на которой ты живешь. Жизнь прекрасна. Золотая рожь, да
что в сердце нашем самое святое. Навряд ли надо думать и гадать. Есть в мире слово самое простое и самое возвышенное – мать. Думаю, ни одному человеку в мире, по сути, и не нужна никакая похвала, ведь ему хватит ангельской улыбки мамы и ее слова. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.